Брунто Янгович, Кыргызстанга хош келиңиздер. Добро пожаловать в наш солнечный Кыргызстан. По итогам моего интервью, которое я вас брала осенью, знаете, 2 миллиона просмотров, если не больше в совокупности. Кыргызы вас любят, знают и прислушиваются к вашим словам. И каждый второй вопрос после благодарности, он был, когда Брунто Янгович приедет в Кыргызстан. И ура, вы в Кыргызстане. Да. Как вы можете, что вы можете пожелать своим почитателям, зрителям? Во-первых, я хочу поприветствовать всех телезрителей, всех кыргызстанцев, и мужчин, и женщин, и девушек, и юношей, всех, кто смотрели, знакомились с нашим интервью. Я вот сейчас оказался, по вашему пожеланию, в Кыргызстане снова. Раньше я чаще приезжал, но вот вы сами знаете, ковид, это все было, и вот несколько лет я не был и приехал, и очень рад, когда увидел аэропорт. Вроде все так же, но стало лучше, как-то чище, уже порядок, уже солидно. Вот такому в самолете Аэрофлота я прилетел, потом, выходя, я поблагодарили, они очень хорошо обслуживают, аэрофлотовцы. Они же раньше больше за рубеж летали, сейчас они даже и в Горно-Алтайск летают, и самолеты постоянно полные. Я смотрю, тоже сегодня прилетел аэробус большой, потом я этим сотрудникам сказал, они говорят, вот мы приземлились в Бишкеке. Я говорю, вы неправильно, вы передайте начальству. Надо говорить, мы приземлились в столице Кыргызской республики Бишкеке. Бишкек это не просто город, Бишкек это столица. Уважительно надо относиться. Потом говорю, вот вы же, у вас большой опыт, я люблю Аэрофлот. У вас большой опыт, вы же уважаете, на Запад все время летали. А сейчас говорю, вот вы сидите, я ни одного там англичанина, иностранца не увидел, все наши люди летят, и огромный аэробус полный москвичей. Вот. И вы говорите на английском языке, ну, на русский язык наш общий. Раз вы прилетели в Кыргызстан, надо поприветствовать. Хотя бы несколько слов на кыргызском языке. В любую республику это на людей очень хорошо влияет. Люди же понимают, что вот это Кыргызстан, не Казахстан, а Казахстан на казахском, Якутия на якутском. Это очень влияет. И я приехал в Москву 10 дней тому назад, я полгода, вот как мы с вами встречались на Алтае, я в Москву не приезжал, работал над книгой и закончил книгу 5-ю уже вот по счету. Осталось теперь 2 книги в этом году мне сделать, но я руку сломал немножко, у меня работа задержалась. И вообще в прошлом году было 5 приглашений в Кыргызстан. 2 в юге и 3 сюда. Но я из-за этих причин не мог приехать. А так это было бы, я с удовольствием бы через Новосибирск прилетел быстрее, чем из Москвы. Насколько я знаю, вы приехали сюда для участия в научно-практической конференции. Да. И кроме того, запланированы встречи с продвинутой прогрессивной молодежью, Да. с блогерами, журналистами, интересующимися историей Кыргызстана, Алтая-Лато и всеми небезразличными гражданами. Что их ждет? Вы можете сделать такой небольшой анонс? Я думаю, что все будет хорошо, что в Кыргызстане, вот сейчас я летел, там молодой человек летел, кыргыз тоже из Москвы летит, и с ним поговорил, я говорю, откуда ты родом, из Шульской области. Потом я приехал сюда по приглашению моих родных найманов. Я всегда сейчас на Алтае говорю, вы, наверное, слышали, где алтайца больше живет. На Алтае, в Сибири или в Кыргызстане. Я говорю, есть в Кыргызстане 40 племен, а если взять только 4 племени, я говорю, 500 000 найманов живет на юге Кыргызстана, 500 000 тюлесов живет, 500 000 мундусов живет, кыпчаков неисчислимое количество. Все кыргызы нам родственники, и саяхи, и сару, но тем не менее, вот, если я так этим самым как бы поднимаю дух своих алтайцев, чтобы они чувствовали, что в Кыргызстане не просто родственники живут, а это, собственно, один народ и 2 этноса. Если бы мы жили бы рядом, у нас вообще, я думаю, в течение одного поколения какая-то там небольшая разница исчезла в говоре,
и так далее. Вот когда мы 3 года назад были в Аткене на Курултае Найманов, 2 Найманов со мной приехали, которые вообще за границей не были, кыргызов плохо знали. Потом я, слушая их, как на следующий день смеялся. Друг с другом разговаривают. Это ж не ученые, не филологи. Разговаривают. Я говорю, вы знаете, ребята, вы же не 8 лет тому назад расстались, и не 80 лет назад. 800 лет вы друг с другом не встречались, и вот, пожалуйста, без затруднений общаетесь. Вот степень нашей близости. Поэтому я очень бы хотел, чтобы кто хотел бы со мной встретиться, я могу, с вашего позволения, пригласить. Вот после того, как сейчас вот научная, очень важная, ответственная историческая научная конференция пройдет 21 числа, а потом официальные встречи, я готов буду встречаться. Я очень люблю. И вот в Москве мы как раз на эти темы 2 тоже больших мероприятия провели в Москве. Вот на той неделе и на этой по проблемам мигрантов. Мы там немножко, я сказал, у нас некоторые, видите, как специально сейчас в связи с идущей войной пытается стравливать коренных россиян с нерусскими, обзывает мигрантами. Я говорю, в нашей стране мигрантов нет. Кыргызы, таджики, узбеки – это все наши соотечественники по СССР. Они не по доброй воле, а вы их выкинули за борт половину страны и теперь обзываете мигрантом. Мигранты – это если приедет человек с Африки, с Бангладеш. А это наши соотечественники, их отцы, деды были гражданами СССР. И они любят Москву, любят Россию. Они считают, что это часть их родины. Но, к сожалению, не все москвичи это правильно понимают. Вот это наша задача, поэтому обе стороны учить. Вот, чтобы не было вот этого. Потому что именно нашим врагам это нужно. А мы всегда говорим, именно Кыргызстан в этом отношении очень близок к России, не только территориально, потому что историческая родина кыргызов находилась на севере, на Алтае большом, то, что сейчас называется югом Сибири. Еще до нашей эры кыргызы были известны как гянгуны, древние китайские летописи пишут, динлины. Вот откуда. Я всегда подчеркиваю, что именно среди тюркского народа кыргызы сохранились с тех пор. Это же немалый срок, 2500 лет сохраниться как народу, свое имя сохранить, свой язык сохранить, свои обычаи, традиции. Поэтому у кыргызов в этом отношении серьезное и большое будущее. Если мы знаем диалектику, мы должны понять, что сегодня 5 миллионов, они завтра могут вырасти, станут 50 миллионов. 50 миллионов могут 500 миллионов. И наоборот бывает истории. Когда народ ослабляется свое государство, они начинают уменьшаться. Мы знаем много примеров из истории Запада, Востока, когда и шутят, или шутят всерьез, и так, и в шутку начинают про чукчей говорить. Я говорю, зря смеетесь. Чукчи пережили мамонтов, до сих пор живут. А где великие империи? Все они исчезли. Чукчи вас переживут. Чукчи Америку переживут, индейцы переживут. Поэтому у наших народов в этом отношении большое будущее, потому что пока нас Всевышний хранит, великое синее небо нас хранит. Поэтому и кыргызы будут, и родственные народы будут вместе с кыргызами развиваться, жить. Поэтому я готов встречаться здесь не только с кыргызами, а с представителями и других вот общин, вот, для которых Кыргызстан является родиной. Поэтому вот сейчас я как будто снова не приехал и не чувствую усталости, хотя весенний Кыргызстан, покрытый белым снегом, так же, как в Москве. Да. Вот, чоң рахмат, ат құш болсын, көрішеміз, жолығамыз. Бар болыңыз.